Впервые в Якутске состоялось многоэтапное внедорожное соревнование «Весенний призыв-2009». Сегодня более 20 участвующих машин – это уже не предел. К якутским джиперам стали присоединяться и джиперы из соседних улусов. Если так пойдет и дальше, то в скором времени можно будет говорить о проведении внедорожных соревнований республиканского уровня. Открытое соревнование по GPS-ориентированию и пулевой стрельбе 2009 проводилось на 55-м километре Покровского тракта. Основной целью организаторов, исходя из всего набора дисциплин, предлагаемых участникам, было измотать этих самых участников и дать им, что говорится, понять, почем фунт лика. Они тоже решили легенду прописывать, гады. Нифига! Всем известное теперь соревнование по GPS-ориентированию решили сделать ночным, чтобы максимально усложнить нахождение контрольных точек при помощи GPS-приемников. Но основной организатор этим не ограничился. Якутская объединенная техническая школа «Росто», которая вместе с «Мамонтом» являлась устроителем этого двухдневного внедорожного безумия, перед тем, как выпустить участников в ночь, решила провести так называемый пролог. Это было сделано для того, чтобы выпускать джиперов на поиски точек с определенным временным интервалом. То есть, чем больше баллов участник заработает в прологе, тем раньше он уйдет со старта. Пролог начался с 3-километрового джип-спринта. Тот, кто регулярно смотрит нашу программу, тому правила этого соревнования известны. Тот, кто недавно влился в наши ряды, повторюсь. Джип-спринт представляет собой автогонки по специально подготовленной трассе с сильно пересеченным рельефом и естественными препятствиями, позволяющими раскрыть возможности полноприводного автомобиля. Машины участников двигаются по замкнутой траектории по обозначенному вешками коридору. Старт следующему участнику дается после того, как финиширует предыдущий. Что касается вот этих столбиков с оранжевыми флажками, то они представляют собой ворота. Вешка, тот же столбик с оранжевым флажочком, это специально установленный контрольный стол. Касание, наезд, сбитие или объезд которого наказывается штрафными санкциями. Так что джип-спринт, на первый взгляд, кажущийся обычными гонками на скорость, требует от водителя еще и определенного мастерства. Что касается самой гонки, то явных лидеров именно по моделям автомашин здесь не было. Время шло на секунды и даже на доли секунд. После джип-спринта участникам предстояло сдать нормы ГТО. Настоящее ГТОшное, конечно, джиперам потянуть бы не удалось, поэтому их немного скостили. Водители внедорожников метали учебную гранату и бегали 100-метровку. Кстати, многие в обуви и одежде для этого не предназначенной.
Однако особый восторг у мужчин вызвала такая традиционная в армии дисциплина, как сборка и разборка автомата. У кого-то руки еще помнили, кому-то пришлось вспоминать все сызново, но от этого пыл борьбы лишь увеличился. Засылай его, нормально ставь. Теперь вверх. Быстрее. Закрой. Умеет, оказывается. Поставь. Минута 59. После джип-спринта и 3 ГТОшных дисциплин участники первого в Якутске подобного многоборья отправились на стрельбище. 4 раза стреляем, каждый мишень по 2 раза. Там им предстояло выполнить упражнения по всем правилам соревнований по стендовой стрельбе. 2 мишени, верхняя и нижняя, и на каждую дается по 2 выстрела. Многие подходили к стрелковому рубежу со своим пристреленным оружием. У кого такого не имелось, организаторы предлагали винтовочки из собственных загашников. Но в целом даже представители из Стрелкового союза России в Якутии отметили достаточно высокий уровень стрельбы участников. Наша Раша. Держава наша. Ночь, темнота, и нужна очень хорошая разведка, чтобы взять эту точку. Именно разведка штурманов, которые будут ходить и везде просматривать пути, потому что там есть овраги такие очень довольно-таки на настоящий момент скользкие. Потому что где-то лед еще остался, а где-то снег. Просто можно, если необдуманно залезть туда, можно просто уйти вниз. Вот на финише последняя точка будет стоять там. Но она будет засчитана только когда ты приехал на финиш. Последняя она берется. Если ты ее взял предпоследнюю, она не считается. А это самая дорогая точка под ней. Как мы уже говорили, этот так называемый пролог ночного GPS-ориентирования «Весенний призыв 2009» проходил не просто так. По итогам прошедших 5 этапов участники выходили на трассу с 2-минутным интервалом, согласно занятым местам. Нетрудно посчитать, что последнему участнику из 23 машин нужно будет наверстывать целых 46 минут. В этом ночном ориентировании опозданий на финиш быть не должно. И вообще Евротехника один из немногих. Народ в лесу очень сильно повеселится. После 7 часов блуждания по темному, мокрому и грязному лесу в лагерь начали возвращаться первые участники. Здесь, перед самым финишем, организаторы приготовили им последнюю, самую дорогую финальную точку. Некоторые точки готовились как контрольные пункты, которые необходимо брать исключительно в паре. Последняя была из их числа. Но вот Дмитрию Дмитриеву на рыжем УАЗе так почему-то не показалось. При помощи нехитрых манипуляций 2 лопатами и грамотно выбранному маршруту точка пала перед внедорожником российского автопрома.
Путь, что говорится, был проложен, и остальные участники уже без особых проблем штурмовали последний контрольный пункт. Но было и пару исключений. УАЗ на колесах низкого давления брал точку с воды под самым острым углом. Первый раз мы наблюдали фиксацию точки, что говорится, онлайн. В правилах ничего не говорится о том, сколько времени должно продолжаться соприкосновение участника с точкой и автомобилем. Команде УАЗа достаточно было полсекунды, чтобы фотоаппарат сделал снимок и зафиксировал взятие контрольного пункта. Наша Раша, держава наша. Но, как оказалось, это был еще не конец. После финиша участники вновь отправились на стрельбище, где им предстояло трясущимися от переутомления руками выполнить 30 выстрелов из разных позиций. К слову, финальная стрельба многое могла изменить в результатах соревнований. Это был уже не пролог. Выбитые очки шли непосредственно в зачет. Так что у тех, кто собрал недостаточное количество точек в ночном ориентировании, на стрельбище еще был шанс наверстать упущенное. Ни одно серьезное соревнование не может обойтись без протестов. Протесты — это в каком-то смысле уровень. Поэтому в весеннем призыве 2009 их было немало. Некоторые участники были дисквалифицированы по причине проезда по дороге общего пользования, что является запретом для джиперов в любом соревновании. Некоторые сошли с дистанции по техническим проблемам. Но, несмотря на протесты и многочасовые подсчеты и пересчеты очков, победители были выявлены. Итак, первое место досталось Валентину Борисову на стандартном Прадо. Второе – долгожданное место у команды жвачек Ригли, теперь уже Эфес, на Тойоте Сур. И третье место у команды Георгия Иванова и Владимира Игнатьева на Сузуки Эскуда.